Welcome home, son. How are you today? How are you? Amazing. Nice. Эта квартира находится на 5-й авеню и 44-й улице. Это в центре города Манхэттен. Мы на 18-м этаже. Весь этаж – это и есть квартира. Но здесь примерно 1200 квадратных футов. Open kitchen – это называется открытая кухня, чтобы ты мог готовить. И у тебя есть гости, телевизор, дети, неважно. Вот это называется floor to ceiling windows, то есть окна, потолки. Здесь есть балкон. И из-за этого квартира или продается, или сдается в аренду. Если хотите взять в аренду, она стоит $6000 в месяц. Если хотите купить, наш владелец не хочет продавать, но я знаю, за какую цену она продаст. И эта цена 1,8 миллиона. Совет номер 1. Когда ты идешь смотреть квартиру, всегда стучись или позвони, потому что кто знает, что там внутри творится. Даже если ты в курсе, что никого нету, всегда просто постучись. Hello! Она больше, и у них есть терраса, так что давай посмотрим. Пахнет здесь классно. О, смотри, какой вид шикарный. Обожаю. Такой город. Знаешь, я этим уже три года занимаюсь, и каждый день такое ощущение, что как будто это был первый день на работе. Я тебя люблю, Нью-Йорк! Я понял то, что я, как собака, люблю быть на улице. Знаешь, я вот люблю людей, я люблю бегать, я люблю просто... Энергии много. Я когда сижу в офисе, я не могу просто так сидеть, понимаешь? Не могу. И мне Нью-Йорк-Сити очень сильно нравится. И когда я так подумал, нету никакой работы, где я могу быть всегда на улице, во-первых. Во-вторых, где я могу всегда с людьми общаться. И в-третьих, когда я могу просто заниматься тем, чем я восхищаюсь, это город. Чтобы этим заниматься, это быть риэлтором. А чтобы им стать, мне друг звонит, говорит, судьба, да? Друг звонит, говорит, тут курсы есть по недвижимости, хочешь взять? Я говорю, да. Взял, за месяц все быстро закончил. Обычно 3 месяца люди учатся, у меня желание горело. За месяц отучился, и потом прям на последний, вот один курс остался, и меня в стартапе уволили, прикинь. Но если бы они меня не уволили, может быть, у меня храбрости не хватило бы пойти заняться недвижимостью. Так что, когда тебя увольняют, это иногда в лучшую сторону. Тащусь по закатам, потому что когда здесь солнце садится в Казахстане, оно встает. И как бы знаешь, я вот всю энергию беру, солнцу говорю, Рахмат, теперь, пожалуйста, подари свое тепло моим братьям, бабушке, сестренкам, братишкам, Бертуан, Экинчтуан, короче, всем. Как можно не скучать по родной земле? Легче, чем с гитарой таскаться. И если бы гитара встретила бы Кумузу, и у них появился бы ребенок. Та-да! Bocella, like Andrea Bocelli. You're broke, right? I distracted myself. Cool. All right, man. Sounds good. We'll talk. Take care, boys. Если вам не нравятся люди, эта работа не для вас. Даже у меня, когда настроения вообще нет, даже когда курса моя всегда готов разговаривать с людьми. Вот тогда я понял, я нашел свою работу. Даже когда настроения нет, я всегда рад работать, потому что для меня это не работа. Для меня это как
как футбол, знаешь, я всегда готов играть в футбол, я всегда готов показывать квартиры, я всегда готов любить свою собачку. Давай, выходи, Джан, выходи. Чик-чик. Опа! Одень шапку, кызым. What I like about New York the most is that everybody that's here, including my dog, everybody has a dream. Because if you don't have a dream, I hate to be so direct and simple and honest, you cannot afford to live here. This apartment is $5,000 a month. You gotta have a dream that pays your dreams to continue to live, you know? Okay, but доча, что, пойдем? Пойдем продавать квартиры. Когда я первый раз приехал, у меня были такие странные ощущения, потому что я маму 6 лет не видел. И с тех мгновений, как мама улетела в Америку, я мечтал, каждую ночь я ложился спать, молился, мечтал, знаешь, все делал как надо, чтобы, типа, там, Бог мне дорогу не перекрыл, знаешь, чтобы я к маме приехал. И через 6 лет, когда я вот наконец-то ехал к маме, 6 лет прошло. На самом деле, она говорила, я приеду скоро, там все такое. Но 6 лет это для ребенка, которому 10 лет, это почти 60%, да, твоей жизни. Ждал встречи с ней обратно. И когда я ехал, я не верил. Я говорю, нет, нет, знаешь, я точно ее не увижу, бла-бла-бла. И как бы я еще не верил, что я вот наконец-то еду в Америку. И, конечно, когда я приехал в JFK, меня остановили. Говорят, это что за паспорт такой? Они думают, что это, короче, не настоящий паспорт. Звонят в DC, то есть Вашингтон. Такие, мы должны как бы уточнить, что ваш паспорт настоящий. Я говорю, окей. И я сижу. В тот момент мама стоит на улице, 1,5 часа ждет. У нее, короче, мини-инфаркт был. Правая или левая сторона. Ну, конечно, прикинь, 16-летний ребенок. Тогда не было телефонов, там. Я не приехал, такого нету, знаешь. Она не знает, где ее ребенок. И, естественно, я здесь. Конечно, они меня пустили, я маму увидел, я ее обнял. Когда я уезжал, я плакал, очень много плакал. Я плакал у нее, я не знаю, где-то в груди, да. А потом, когда я приехал, она меня обнимала. Ее голова, то, что я вырос, была на моей груди. Это столько лет прошло. Первую квартиру, которую я продал. Так, люди, когда занимаются недвижимостью, есть разные пути. У кого есть связи, у кого есть богатые родители, у кого есть богатые друзья, которые покупают квартиры, потому что в Нью-Йорке квартира стоит $1 миллион. Тебе нужны богатые люди, чтобы покупали эту квартиру. Так, я как кыргызбай, Сасанбая, у меня не было ни друзей в Нью-Йорке, ни богатых связей. Ну, короче, так скажем честно, у меня ничего не было. Но у меня было одно, то, что я бы сказал, у многих агентов нету. У меня огромное желание, потому что у меня есть золотая мама, которая очень сильно работает, трудолюбивая. Это индустрия, где самое много миллионеров, то есть самые миллионеры, да, стали это через недвижимость. И это все просто через hard work. Вот что мне понравилось. Потому что когда я работал в стартапе, там политика, знаешь, ты должен быть то, ты должен быть это, та. А что мне в недвижимости нравится, если ты просто-напросто работаешь честно и очень усердно, тебя никто не остановит. Это просто вопрос времени, когда ты дойдешь до вершины. А потом в один день одна девушка говорит, покажи мне квартиру. Я говорю, пожалуйста, все устроим. И она не пришла, прикинь? Но я не злился, я говорю, окей, базару жоқ, қандай, мне oldu, все, что случилось? Она говорит, ой, мне пришлось брать 2-комнатную квартиру. А я такой, а зачем вы же хотели 1-комнатную для себя? Она говорит, вот мама, короче, не может купить квартиру, и ей надо со мной временно пожить. И я такой, опа, а можно я ей помогу? Он такой, да, пожалуйста, говорит, только я тебе заранее скажу, мы уже 3 года ищем, все брокеры таджап кетти не хотят с нами работать, потому что мы никуда не спешим.
Я говорю, у меня есть время и желание. И потом я нашел квартиру, так все прекрасно, знаешь, как будто вот мечта моя пришла, да? Парк Авеню, самый крутой адрес в Нью-Йорке, второй. Первый это Fifth Avenue, наверное. Парк Авеню, самый, так, второй крутой адрес. Да-да-да-да-да, и тут бум, все провалилось. Прикинь? И вот сделка провалилась, я в Кыргызстан уехал, духу набрался, приехал, одну квартиру я увидел, она на рынке была 6 минут. Фоток не было, ничего не было. Я этой женщине звоню, говорю, покажи мне квартиру, покажи мне прямо сейчас. Она говорит, успокойся, я только что ее выставил. Я говорю, нет, завтра придем. Пошли завтра, посмотрели, предложили им цену. И что-то, ну, как торгуемся, и дац! Она решила идти с другими покупателями. У меня опять настроение упало, ничего нету, знаешь. Через 2 недели эта женщина мне звонит, продавец, говорит, Тимур, ты такой добрый был, давай, у тебя покупатель до сих пор есть? Я говорю, конечно, есть. И вот так мы купили квартиру через 2 года. Так что, если вы думаете, такой, Тимур веселый, там, так живет классно, это очень много работы, очень много работы. Но самое главное понять то, что не результат конечный, да, вот что меня радует, а каждый момент, каждый день, каждый вот такие провалы, потому что эти провалы именно меня делают. Я, поверите или нет, когда я маленький был, я очень стеснялся, қызарып кетчем, там, тяжело было в детстве, ну это у каждого так, знаешь. Ну вот, с каждым разом, когда я видел то, что у меня мама, так сказать, на все без разницы, знаешь, ей что-то нравится, она это делает, знаешь. Она хочет танцевать, музыка ей нравится, 1000 там людей на нее смотрят, или никого нету, она танцует. Это вот, я на нее всегда смотрю и восхищаюсь тем, то, что она чего хочет, то и делает. Ну, естественно, она там не подойдет, кому-то там шлепнет по лицу, да. То, что хорошее, например, хочет танцевать, иди танцуй. Я когда утром просыпаюсь и благодарю всех своих вот родных, все, которые мне дали возможность жить такой великолепную жизнь в таком великолепном городе. Это я никогда не скажу, это я все сам добился. Это самое последнее, чего я когда-либо скажу, потому что без моей мамы, без моего брата, без моих братьев, без моей бабушки, без моих родных я бы не был бы таким человеком. И вот мне с чем повезло, то, что я вырос в Бишкеке, я приехал в Нью-Йорк, я просто понимаю, то, что здесь у многих людей есть то, о чем мы всю жизнь мечтали, и чего у меня до сих пор нету. Но я знаю, то, что если мен акрын, жақсы болып иштеп, как бы буду на своей пути стоять, я всего добьюсь, потому что изначально мама меня сильно верила, потом через несколько лет я начал в себя верить по чуть-чуть, потому что когда чего-то добиваешься, думаешь, а почему бы и не мы? Да? Почему бы и не я? Почему бы и не мы? Почему бы не в этой жизни? Почему бы и не мы? Почему бы и не Боча и я? Я не знаю, кто эту песню написал, но мы ее часто во дворе пели. Это называется «Звезда». Асамбая, да. Я хочу тебе сказать так много. Я хочу тебя обнять так крепко. У меня на душе любовь живет, и я знаю, что она никогда не умрет. Ты словно